Здравствуйте, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. Несмотря на санкции и многочисленные препоны, сфера строительства в Якутии не снижает в своих темпах. В планах 2022 года ввести в эксплуатацию 551 тысячу квадратных метров жилья. Основная задача, которую ставит правительство строительному комплексу, это удержать темпы строительства начатых многоквартирных домов и не допустить срыва их сроков ввода в эксплуатацию. О том, как идет эта работа, об успехах в данной сфере, мы поговорим с министром строительства Якутии Павлом Калачаном. Добрый вечер, Павел Павлович. Добрый вечер, Ирина. Давайте начнем с того, что вот была пандемия, да, было тяжелое время, определенные сложности с поставками, потом санкции, подорожали стройматериалы, тоже было сложно. Вот как изменилось, при этом вроде бы как темпы не получается, не упали, как это удалось достичь? Вот что происходит в этой сфере? Ну, вот, Ирина, вы совершенно верно заметили то, что вот строительный комплекс у нас переживает вызовы, которые обусловлены внешними факторами. Да, пандемийный период, да, когда у нас закрывались границы, когда у нас был дефицит рабочих кадров, да, и по некоторым моментам он у нас также сохраняется, но в целом по дефициту кадров вопрос закрывается. Санкционное давление, оно повлекло за собой необходимость импортозамещения, да, быстрое решение по поиску аналогов, оборудования. Да, по строительным материалам у нас, слава богу, все нормально, но есть импортное оборудование, которое должно заменяться, да, ввиду того, что поставки у нас ограничены. В этой части тоже мы быстро пересмотрели наши проектные решения, да, и сегодня наши строительные организации уже применяют оборудование, которое имеется в наличии в Российской Федерации. Помимо этого, у нас в конце 4-го квартала 2020 года, да, пошел резкий рост цен на строительные ресурсы. В течение 2021 года и в начале текущего года он продолжался. Но здесь правительство Российской Федерации приняло решение, да, в августе прошлого года о том, что строительным организациям, да, можно будет, которые задействованы на государственных муниципальных контрактах, можно будет из бюджета бюджетной системы возмещать удорожание по стройкам. В целом мы такую работу в течение прошлого года и этого года провели. У нас на сегодняшний день более 20 объектов, уже по ним решение принято по удорожанию. Да, мы в целом оцениваем удорожание более 2 миллиардов 300 миллионов рублей, да, но с коллегами, с нашими отраслевыми министерствами мы провели работу с федеральными органами власти, и более 2 миллиардов рублей на это удорожание привлекли из федерального бюджета. То есть получается, что из-за того, что поднялись цены, логистика там, и так далее, эти расходы компенсировало правительство? Бюджет. Федеральный бюджет. Федеральный бюджет, региональный бюджет. Да, ну и местные там в части софинансирования. А вообще вот стройматериалы, я знаю, что раньше поставляли в Якутск там, из Китая, например, да, большими объемами. Сейчас это невозможно. Перешли просто застройщики на какие-то другие варианты, других поставщиков. Да? Ну, здесь, да, у нас проектное решение меняется, да, на сегодняшний день в этой части также пошли послабления в части необходимости корректировки проектной документации, да, для того, чтобы эти вопросы оперативнее решались. Потому что если раньше надо было корректировать проектную документацию, проходить государственную экспертизу, на это могли уйти месяцы. Да, сегодня законодательство позволяет, если идет замена на аналоги, да, при этом нету разницы в цене, да, то, соответственно, это можно просто решением заказчика делать, и, соответственно, мы уже более оперативно, да, динамично нашу стройку ведем и на этих моментах не пробуксовываем. А вот еще такая проблема есть, когда смету составили, допустим, да, а пока она продолжал проект в процессе. Ну, то есть вот как у нас Ленский мост в целом подорожал, также вот в маленьком масштабе может подорожать проект в процессе. Ну вот федеральные правила, про которые я сказал, которые были приняты в августе прошлого года, они подразумевают, что необходимо повторно делать смету, да, не увеличивая объемы работ, не увеличивая физические, да, технические параметры по проекту именно по цене. Да, и надо будет повторно делать смету и проходить государственную экспертизу. Исходя из этого, на объем незавершенного строительства на период, я уже слишком такими этими терминами говорю, да, необходимо проходить повторную экспертизу и
экспертиза говорит о том, ну, подтверждает то, что да, такие-то строительные ресурсы подорожали настолько-то, да, и на вот этот момент удорожания, да, на разницу удорожания у нас идет как раз дополнительное бюджетирование, и государственные контракты, они на эту стоимость корректируются. Ну, по-простому говоря, если объект начал строиться в 2020 году, Мгм. да, там стоимость была заложена в ценах 2020 года, Да, 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 в да. 2021 году у нас, допустим, там металл, да, там определенные позиции подорожали там где-то в 1,5 раза, да. Соответственно, когда подрядчик, заказчик делают новую смету, они это видят, то, что эти позиции уже намного дороже, да, и экспертиза, проверяя стоимость, да, выводит на то, что да, в целом объект подорожал на столько-то. Да, и вот эта разница, она как раз идет в разницу в части увеличения стоимости Мгм. То есть цены строительству объекта. социальных объектов, там школ, садиков и так далее, вот не грозит никакие отставания по срокам в Да, связи здесь с этим. самое Мгм. главное своевременно принять документы и своевременно забюджетировать. Потому Мгм. что мы понимаем, то, что от того, что будут долго эти вопросы решаться, соответственно, подрядчик, то, что он должен купить условно за 10 миллионов рублей, построить, да, сегодня да, объективно стоит 15 миллионов рублей. Мгм. Да, и он уже физически не может дальше делать, да, потому что финансово он ограничен, да, и, соответственно, нам надо оперативно вот эти моменты решать. Поэтому здесь мы с подрядчиком работу провели. По программе переселения, да, значительное количество государственных контрактов тоже откорректировали, там тоже более 1 700 000 000 рублей направили на эти цели, да, и, соответственно, мы продолжили стройку. И в этой части мы как бы ведем работу, чтобы у нас стройка не останавливалась, и те задачи, которые перед стройкомплексом стоят, выполнялись в поставленные сроки. Мгм. Ну, давайте про общие объемы строительства. Стало ли больше строить за последние 10 лет? Больше жилищного строительства, больше социальных объектов? Но если посмотреть допустим, по двум показателям, да, по жилищному строительству, на сегодняшний день мы Мы э, по-прежнему первые на Дальнем Востоке по объемам жилищного строительства? после Приморского края. Мы вторые. Но в А, целом хочу отметить то, что мы по вводу жилья уже за прошедшие 9 месяцев ввели на 40% больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года. Да, у нас на сегодняшний день та же самая программа переселения, да, самая масштабная в Российской Федерации, строится 127 объектов на территории всей республики. 127 объектов. Да, из них практически половина вводная в этом году. Да, и у нас сегодня октябрь, ноябрь, декабрь месяц, он для нас вот, в части ввода жилья, он урожайный, да, и мы считаем, что вот показатели по 551 тысячи квадратных метров мы, безусловно, в этом году выполним. Да, и сегодня видим то, что задачу надо выполнять, вводить не меньше, чем в прошлом году, это 578 тысяч квадратных метров. То, что касается социальных То есть по объектов, 500 000 квадратных метров строится каждый год? да. И задача, поставленная президентом страны, правительством Российской Федерации, чтобы эти объемы увеличивать. Да, и мы сегодня ведем работу по увеличению жилищного строительства, применяем новые механизмы по комплексному развитию территорий. Да, сегодня прорабатываем, Ну вот мы сейчас видели как раз на экране «Звездный», нам показывали. да, несколько площадок, Мгм. да, и по этому механизму мы считаем, что можно будет Вот, территории вот, преображать. вот «Звездный» — это в Якутске. Вот в программе переселения там тоже будут, да, жители? Ну вот если остановиться на Звездном, то у нас там 26 многоквартирных домов, 264 тысячи квадратных метров. Сегодня вот то, что на экране, это 7 Да, многоквартирных поменялось. домов, которые строятся и должны завершиться в этом году. И из них более 80% это программные квартиры, да, от переселения. Мгм. Да, а в целом у нас уже получено разрешение на строительство новых дополнительных 10 домов, да, 5 уже в стройке, по 5 домам уже в ближайшее время стройка начнется. И задача уже в следующем году часть из этих домов вводить. В целом мы видим то, что квартал Звездный будет застроен там, в ближайшие несколько лет. Мгм. Вот я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос можно, позвонив в студию по телефону 8 41 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 02. Вопросы, касающиеся строительства. У нас в студии министр строительства Якутии Павел Калачанов. Раз уж мы заговорили про Якутск,
Вот звездные, понятно. А вот после 203-го будет ли 204-й, 205-й в планах есть такое? Ну, на сегодняшний день Управлением архитектуры при главе Республики Саха-Якутия, да, прорабатывается вопрос по разработке мастер-плана города Якутска, ну, совместно с окружной администрацией, да, Мгм. И первым- презентовал его глава, вы презентовали его Да. крупно. Мгм. Ну и задача в первом полугодии следующего года этот мастер-план уже утвердить, да, и взять за основу в части разработки проектов планировки территории и так далее, да, и согласно этому мастер-плану будут определены территории, которые будут застраиваться, да, и поэтому вот надо дождаться утверждения мастер-плана, и мы уже будем А. брать его в работу и Ну, в мастер-плане предусмотрена вот эта вот застройка дальнейшая 204-го, 205-го? ну, в целом там вся агломерация городская предусмотрена, да, вопрос по этапности. Да, у нас, если продолжить по КРТ, сегодня принято решение по КРТ 31-го квартала, да, это Бестужево-Марлинского Калвица. Прорабатываются вопросы по кварталу спортивный, это 2, 4, 17 кварталы. По кварталу озера это от 93, 94, 85 квартал, ну, это район Сайсары, да, вот, где у нас большое скопление аварийного деревянного жилья, да, и ветхого жилья, да, и мы вот в этой части прорабатываем, чтобы новый механизм КРТ, да, позволил решить как и наши отраслевые задачи по вводу жилья, ну и также решить проблему по расселению граждан из ветхого аварийного жилья. Мгм. А есть ли сегодня в регионе какие-то крупные объекты, которые не будут введены в срок? Крупные объекты, но в регионе у нас, да, есть проблемы, есть объективные проблемы. Если взять, мы должны были в этом году ввести школу Сайлык на 275 учащихся в Кобяйском Улусе. Да, но у нас там возникли проблемы по грунтам, да, это растепленные грунты, да, соответственно, мы не могли продолжать строительство до принятия оперативных мер по стабилизации грунтов, по укреплению фундаментов. Помимо этого, у нас в летний период были обильные осадки, да, вот именно в Вилюйском Улусе, и, соответственно, не было возможности завести строительные материалы для того, чтобы строить. И, соответственно, в июле месяце мы исчерпали те строительные материалы, которые были завезены зимником, да, надеялись, что летом можно будет их завести спокойно. И в этой связи мы стройку приостановили. И сегодня с Министерством просвещения Российской Федерации провели работу, чтобы перенести объект на следующий год. Да, вот такие моменты есть, да, но они обоснованы, да, и наше обоснование Министерство федеральное приняло, да, и мы сегодня ведем работу, чтобы в зимний период максимально завести все строительные материалы, да, в случае того, если летом следующего года ситуация по недоступности населенного пункта повторится, по крайней мере, у нас была вся возможность объект достроить. Вот один из примеров того, что вот мы не смогли по объективным причинам справиться с поставленной задачей. Мне говорят, что у нас есть звонок. Пока нет. Раз мы заговорили про мастер-план, давайте для зрителей поясним. Вот я себе так представляю, что мастер-план — это вот типа генеральный план, но на много-много лет и на большую-большую перспективу. Вот, упрощенно, правильно? Мастер-план, ну, в целом это новый вид документа, градостроительной документации, да, который включает помимо себя как и вид разрешенного использования земельного участка, так и функциональное дополнение каждой территории для того, чтобы все-таки документ он был направлен на обеспечение комфортной деятельности. Не просто вот как вот эта территория под жилищную застройку, вот эта промышленная зона, чтобы они гармонично между собой работали, да, и мастер-план помимо этого еще и имеет финансово-экономическую подоплеку. Да, И у нас все-таки есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Вы в прямом эфире. Алло. Так. Что, слетел звонок? Алло, добрый вечер. Да, здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Алло, добрый вечер. Вопрос следующий по поводу стоимости квадратного метра жилья. То есть мы видим то, что есть госпрограмма, которая поддерживает ипотеку, да, но стоимость квадратного метра будет уменьшаться, нет? А здесь смотрите, да, вот по стоимости квадратного метра мы замечаем то, что, ну, отмечаем, ну, и всем это видно, то, что у нас стоимость квадратного метра растет, да, это связано в первую очередь с тем, то, что у нас земельные участки
под стройку, они все имеют обременение, да, свободных земельных участков практически нет, да, на территории городского округа города Якутск. Есть затраты, которые идут по проектному финансированию. Да. Сегодня у нас схема поменялась по стройке, то что застройщик должен привлекать проектное финансирование, это кредиты в банках, и, соответственно, проценты и обслуживание этого займа, оно ложится в стоимость квадратного метра. Но в целом, да, мы сегодня ведем работу, чтобы увеличить масштабы строительства, да, чтобы у нас было больше предложений на рынке жилья, и, соответственно, по закону рынка, чем больше предложений, чем больше конкуренция на рынке, да, тем стоимость квадратного метра должна быть меньше. И на примере вот масштабной застройки квартала Воинска мы видим, то, что стоимость продажи жилья, которая была выставлена на рынок республиканским ипотечным агентством, она ну, не существенно, но незначительно ниже, да, чем у нас сегодня сложилось по городу Якутску. При этом необходимо отметить, то, что у нас там жилье было с чистовой отделкой. И запуская масштабные проекты, запуская КРТ, да, большие, мы на рынок будем выставлять значительное количество жилых помещений, значительное количество квадратных метров, и, соответственно, в этом видим момент, который может позволить говорить о снижении стоимости квадратного метра. А вот из этих 551 тысячи планируемого ввода жилья, сколько процентов приблизительно приходится на Якутск? На Якутск, но Якутск у нас лидер по вводу жилья, Ну, вот, больше половины. Больше Сразу половины, скажу, да? больше А какие еще районы, города? Практически Но все или? здесь, Ну вот смотрите, Нерюнгри, Алдан, Ленск нас смотрят, там проблемы тоже. здесь надо смотреть структуру. У нас структура ввода жилья — это индивидуальное жилищное строительство, да, и многоквартирное жилье. Давайте мы про многоквартирное только. По многоквартирное жилье, ну, у нас, к сожалению, рынок жилья, да, по договорам долевого участия, он распространен только в городе Якутске. Да, все остальное жилье, которое строится на территории Республики Саха-Якутия, вне города Якутска, это либо программные объекты, либо ну, забюджетированные государством, да, в лице республики, либо муниципальных образований, либо это строящиеся дома от компаний. Ну, на примере города Нерюнгри, когда компания «Колмар» строит для своих работников многоквартирные дома. Если говорить про объемы, да, у нас по программе переселения строится очень много домов в Алданском районе. Да, там объективно больше 180 тысяч аварийного жилья. И он один из лидеров сейчас, да, после Якутска по вот как раз По многоквартирному жилью. по переселению и по многоквартирному жилью. Да, в Ленском По районе программе у нас, переселения. в городе Ленске много аварийного жилья. Уже в этом году 3 многоквартирных дома должно вестись. В Нерюнгри, да, тоже значительное количество аварийного жилья. Мы там застраиваем квартал Р, который подразумевает, ну, вот жилья там порядка 60 тысяч квадратных метров в ближайшие 3 года. Да, вот ну, основные территории, где у нас активно развивается жилищное строительство. Если посмотреть по сельской местности, даже вот тоже село Барагонцы, там 3 многоквартирных дома строятся, да, которые должны быть введены в ближайшие годы. Часть домов в этом году, часть домов в следующем году. В Бердигистяхе 7 многоквартирных домов строится, да, и эти дома, они тоже должны быть введены в этом году. Поэтому вот эти 127 многоквартирных домов по программе переселения, они разбросаны по всей Якутии. А у меня вот внезапно такой вопрос возник, знаете, вот раньше считалось, что ну, вот село это, ну, это прям село, да, то есть сельская местность, если деревня, значит, это деревня, если есть церковь, то это село. А если там многоквартирные дома, то это поселок городского типа. Сейчас вот такой классификации, кто этим занимается, интересно? Ну, смотрите, у нас многоквартирные дома, они строятся вот по всей территории республики, вне зависимости от того, что большой этот населенный пункт, либо малый. Ну, в райцентрах в основном, да? То есть райцентры у нас теперь все в райцентрах в основном? Ну, в основном в райцентрах, да, вот если смотреть саму программу переселения, да, у нас более 3600 многоквартирных домов признаны таковыми, и мы должны до конца 2025 года их расселить. Это у нас больше 220 населенных пунктов. Да, если посчитать, да, там 36 муниципальных образований и городских округов, да, вычесть, то более 180 населенных пунктов это именно не райцентры. Да, это не городские округа, не городской округ Житай, не город Якутск. Да, и, соответственно, у нас задача стоит, чтобы в каждом населенном пункте вот взамен этого жилья появилось новое
да, и это многоквартирные дома. Есть, конечно, исключения, когда жители там небольших населенных пунктов предпочитают получать жилье в райцентре, да, и либо вот для северных арктических районов, да, мы по нашей программе допускаем, чтобы люди приобретали жилье в городе Якутске, вне зависимости от того, это муниципальное жилье, либо находится в собственности. Да, и такая программа у нас сегодня работает, и сегодня уже ряд муниципальных образований северных арктических районов, да, получают жилье в городе Якутске. Ага, ну на северо-арктические районы тоже смотрят, и СНР и так далее. Значит, а что нужно, чтобы вот в эту программу вступить? Расскажите для них. Здесь, смотрите, да, вот у нас идет заявочная кампания нашей дирекции жилищного строительства по этапам программы. Да, мы сегодня ведем работу по этапу 2023 года. Мы хотим уже до 15 ноября защитить этап программы 2023 года и уже, ну, начиная с конца года, да, и следующего года уже начать бюджетировать эту стройку для того, чтобы до конца 2024 года по этому этапу расселить. Защита заявок происходит органами местного самоуправления. Да, они непосредственно на местах работают с жителями аварийных домов, да, собирают от них заявки, мнения, да, вот, либо, ну, вот, если это собственник, да, они у него уточняют, либо мы предоставляем, строим для тебя жилье, либо предоставляем компенсацию, да, ну, выплачиваем возмещение за аварийное жилье. Если это наниматель, да, когда муниципальное жилье, ну, для северно-арктического, да, он имеет право сказать о том, что я хочу получить жилье там не, ну, условно, не в поселке Чукурдак, да, либо там Оленегорск, да, село, а хочу в городе Якутске. Так, Да. понятно, у нас есть звонок, давайте ответим. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Что, сорвался? Ну, давайте дальше. Мы говорили про... Ну вот, если наниматель, да, он, органу местного управления говорит о том, что я хочу получить жилье в городе Якутске, там не у себя в селе, не в райцентре, да, а именно в городе Якутске. И тогда мы, ну, защищая, ну, проводя защиту этих заявок, да, понимаем то, что вот с стольки-то населенных пунктов, да, поступили заявки именно постройки в городе Якутске. Да, смотрим, ну, условно, там 100 желающих, 100 квартир, и ведем работу для того, чтобы построить 100-квартирный жилой дом в городе Якутске, да, для именно этих граждан. Ну, вот, если по-простому говорить, то работа такая проводится, и она вот в последнее время, ну, стала более активна, потому что люди понимают, что можно переехать с отдаленных районов, да, в город Якутск и получить жилье здесь. И у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. В прямом эфире, задавайте ваш вопрос. Так, ну что-то у нас там со связью сегодня прям. Видите, смотрят, звонить пытаются, порваться не могут. Потом еще скажут, что у нас тут все построено. Давайте про дальневосточную ипотеку тогда, потому что это вот она когда появилась, это прям было такое вау, под 2%. Сейчас она продолжается, и там как-то условия изменились, там ведь появилась возможность. Смотрите, вот одним из подспорьем, да, или там фактором вот того, что у нас строится много жилья, это доступность, да, финансовых, Да, это, конечно, ресурсов, да, и ипотека. с конца 2019 года, когда дальневосточная ипотека была запущена, да, у нас более 11 тысяч семей, да, воспользовались этой программой, да, под ставкой не более 2%. Сегодня, ну, мы видим то, что программа совершенствуется, да, сегодня уже педагогические и медицинские работники имеют право вне зависимости от возраста, да, пользоваться этим продуктом, да, и сегодня видим то, что именно большой наплыв идет именно этой категории граждан. Давайте ответим на звонок. Нет, сорвался, очередной звонок сорвался. Еще один приятный момент по дальневосточной ипотеке – это решение президента нашей страны, которое он принял на Дальневосточном форуме,
да, в начале сентября этого года о том, что дальневосточную ипотеку продлили до 30 года. Да, и, соответственно, мы видим то, что у нас этот программный продукт будет работать, да, и, соответственно, будет возможность людям получать доступные кредиты. Но у нас возникает вопрос, да, который ставится и населением, и ставится застройщиками, о том, что предельный размер именно по дальневосточной ипотеке, он сегодня низкий, да, 6 миллионов рублей, да, и есть запросы, и мы со своей стороны тоже отрабатывали, чтобы эту стоимость повысить как минимум до 9 миллионов рублей, потому что сегодня за 6 миллионов рублей, ну, квартиру большой площади не купишь. Вот зрителей, которые пишут в Телеграм, конечно, все интересуются, когда построят Венский мост. Но как бы мы знаем, я знаю, что им этот вопрос курирует Министерство транспорта у нас, Совершенно а не верно. вы. Вот. Ну и Кирилл Евгеньевич Бычков, который курирует всю вашу сферу, наверное, это к нему вопрос, да? Получается. То у нас Берников Дмитрий Викторович, Нет, Берников же да, отдельный, да, отдельный президент заместитель правительства. председателя правительства, который непосредственно курирует вопросы строительства Ленского моста вместе с Министерством транспорта. Да, мы его приглашали, надо, наверное, еще раз пригласить. Да. Так, ну и вот сами условия этой дальневосточной ипотеки изменились, или там все так же, вот, как в начале было? Или Ну, есть какие-то еще льготные варианты ипотеки? Ну, в целом, условия, они остались те же, да, До 35 лет? платежеспособность, проживание на Дальнем Востоке, да. Ну, вот сегодня я говорю, что расширяется по отдельным категориям медработники, да, в части того, что необходим там трудовой стаж, да, в учреждениях соответствующих. Да, но я думаю, более детально, да, все равно может проконсультировать кредитное учреждение, потому что они непосредственно ставят сами документы, а мы со своей стороны уже с конца 2019 года, в течение 2020-2021 года проводили активную работу по информированию граждан именно по механизму дальневосточной ипотеки. И вот результат то, что 11 250, чуть более 250 семей уже воспользовались, и мы находимся на втором месте по активному участию в этой программе после Приморского края. У них там чуть более 15 тысяч, да, людей воспользовалось. Ну, говорит о том, что у нас люди оповещены, да, и сама ипотека, она довольно востребована. У нас идет год матери в Якутии, и, конечно, все направлено на поддержку матерей, семей с детьми. Вот какие программы для многодетных семей есть? Но здесь, Ирина, смотрите, да, в целом был принят комплексный план, да, по реализации Года матери в Республике Саха-Якутия, да, и Министерство строительства у нас, вместе с Минтруда был блок по поводу улучшения жилищных условий для семей, имеющих 5 и более детей. Да, это вот предоставление социальных выплат, да, на улучшение жилищных условий. В среднем, да. Таких семей у нас много? Ну, у нас на учете стоит в едином республиканском реестре более 1800 семей. Да, в прошлом году у нас на эти цели было предусмотрено 200 миллионов рублей, да, 65 семей смогли воспользоваться. В этом году было принято решение о том, что эту сумму надо увеличить в 2,5 раза. Да, и в этом году уже 500 миллионов рублей были направлены на улучшение жилищных условий 124 семей. Я так быстро не умею делить в уме, сколько примерно получает одна семья? Чуть более 4 миллионов рублей в среднем. Но вот семьи есть разные, где 5 детей, где 6 детей, где 7 детей, да, и в зависимости от состава семьи они получают социальную выплату. Ну, за 4 миллиона, да, можно построить. Они могут направить на строительство дома, да, могут квартиру. По нашему как порядку, хотят. принятому правительством Российской Республики Саха-Якутия, да, могут построить себе частный дом, могут купить жилье на первичном рынке, да, но используя социальные выплаты как первоначальный взнос, либо как часть платежа по ипотеке, либо приобрести жилье на вторичном рынке. Ну, то есть что угодно и построить, и на вторичке никак не И на ограничены. первичке. То есть все сделано для того, чтобы семьи, у которых больше 5 детей, решили свой жилищный вопрос. Да. И глава Республики Саха-Якутия Алексей Сергеевич Николаев в своем послании поставил перед правительством задачу, чтобы в течение 5 лет, вот та очередь, которая у нас есть по многодетным, да, была ликвидирована в течение 5 лет. А в сентябре, в конце сентября месяца правительством Республики Саха-Якутия принят соответствующий план, да, и уже по этому плану мы должны
ежегодно бюджетировать порядка 750 миллионов рублей, да, на вот эти цели. И уже в 1,5 раза больше семей получат возможность, да, на улучшение жилищных условий. В 1,5 раза больше, чем в этом году. Более 180, порядка 190 семей. Ну вот еще же была поставлена задача решить вопрос с обманутыми дольщиками, и он теперь решен, насколько я понимаю. У нас по обманутым дольщикам все решения приняты. Да, у нас то, что создался фонд на уровне правительства Российской Федерации, на уровне Российской Федерации, у нас создался и региональный фонд, да, и с этого момента у нас как бы планомерно работа идет. На сегодняшний день у нас в реестре осталось 5 объектов, да, это 4 многоквартирных дома, 3 из которых находятся в городе Якутске. Это «Монолит Строй», вторая очередь на Автодорожной 19. Это 2 объекта ЧРФИК, блоки Г1, Г2. И 1 дом у нас находится в селе Чурапча. По всем этим 4 объектам у нас решения приняты, забюджетированы, да, все средства предусмотрены, заключены договоры на завершение работ. Да, и сегодня стоит задача, чтобы до конца года завершить объект в селе Чурапча, да, и завершить дом по Илинке, ну, микрорайоне Илинка, блок Г1. Блок Г2 и «Монолит Строй», да, объекты, они должны у нас вестись в следующем году. И, соответственно, мы по многоквартирным домам в следующем году должны эту историю закрыть. А вот с этими застройщиками, понятно, с жителями мы сделали все, чтобы люди, которые вложили деньги, получили все-таки свое жилье. А вот за застройщиками этими, их-то судьба какая, мне интересно. Их какой-то черный список вносят или судебные там дела? по федеральному законодательству, по принятым актам, нормативно-правовым актам, условием для того, чтобы государство подключалось в решение проблем обманутых дольщиков, застройщик должен будет быть банкротом. Да, у нас ЧРФИК банкрот, «Монолит Строй» банкротка, ИТИФ банкрот, и вот Кальвица 18, да, вот в городе Якутске компания «Строймонтаж-2002» тоже в прошлом году стала банкротом. А какое-то вот, это вообще уголовная ответственность за мошенничество есть в этом, нет? Ну, у нас в отношении генерального директора было тоже возбуждено уголовное дело, да, и человек, ну, получил наказание соразмерно тому ущербу, который он нанес. По ЧРФИК там уголовное дело тоже было возбуждено, но оно было прекращено в связи со смертью учредителя. Ну вот как раз есть вопрос от телезрителя, что постоянно езжу через Калица, смотрю на недостроенный дом, думаю, почему нельзя его отдать другому подрядчику. Но в целом у нас механизм предусматривает то, что эти дома будут достраиваться. Да, вот по Кальвице 18 компания «Строймонтаж-2002» была признана банкротом в прошлом году. Да, и, соответственно, по решению фонда, именно федерального фонда, было принято решение о том, что способ исполнения обязательств будет такой, что это выплата возмещения, ну, компенсации гражданам, да, по договорам долевого участия. И у нас 171 семья получила компенсацию там, ну, более 680 миллионов рублей. И, соответственно, вот фонд выплачивает эту компенсацию, он получает имущество, вот этот объект незавершенного строительства. У нас решение арбитражного суда по передаче в фонд было, ну, буквально недавно, да, несколько месяцев назад фонду. И сегодня ведется работа по поводу освобождения этого объекта от прав третьих лиц, да, и как только вот эти все процедуры закончатся, фонд будет выставлять объект на торги, да, для того, чтобы его продать, и у нас остается была совсем немного возможность... времени до конца эфира, я не могу не спросить про онкодиспансер, потому что вот кардиодиспансер мы давно ждали, он вот ввели, функционирует, этот долго-долго-долго жданный республиканский объект, и вот онкодиспансер. Ну, сегодня по Да. онкодиспансеру наша главная задача стоит, чтобы объект ввести в следующем году. Сегодня в части строительной готовности объекта уже порядка 80% по готовности. Да, это хороший показатель для объекта, который будет вводиться в следующем году. Наша сегодня главная задача, ну, первая, да, это начать процедуры по закупу оборудования, да, там много высокотехнологичного оборудования, да, в том числе иностранного, да, вот, чтобы своевременно закупить и начать работу по монтажу. И второй момент, вот, связанный непосредственно с оборудованием, это у нас вот, в связи с санкциями, в связи с тем, что у нас поменялись правила, ну, нормы оказания медицинской помощи, да, и, соответственно, у нас по оборудованию где-то от, ну,
появились новые виды оборудования, которые у нас ранее не были предусмотрены. И в этой части мы сейчас должны утвердить новый перечень оборудования, он у нас есть, да, и пройти повторную экспертизу для того, чтобы то удорожание, которое возникло, его забюджетировать. Такую работу мы проводим. Глава Республики Саха-Якутия держит этот вопрос на постоянном контроле. Когда приезжал председатель правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин, этот вопрос тоже был озвучен, поручение соответственно. Ну вот мы сейчас в этой части работаем и видим то, что по строительной готовности у нас все хорошо, да, и сегодня мы должны как раз активно закупать оборудование, которым будет оснащен наш онкологический центр. А когда мы говорили о том, что строится также и в сельских территориях, и в небольших поселках, это мы говорили о программе комплексного развития сельских территорий, да, на 20-25 годы? Ну, с 22 года, да, в рамках централизации строительства вот эта программа перешла в видение Министерства строительства, да, 13 объектов сегодня ведется нами, да, и 4 проекта по благоустройству. В целом мы видим то, что программа очень хорошая и достаточно хорошо забюджетирована, да, но есть определенные моменты, связанные именно с нашей такой внутренней проблематикой организации строительства, да, то, что по ряду объектов у нас зашли организации, которые не имеют достаточной компетенции в части организации работы, в части производства работы. И по нескольким объектам у нас есть отставание от графиков, но в этой части мы практически в ручном режиме ведем эти объекты для того, чтобы максимально сжатые сроки их. Ну что ж, спасибо вам большое. У нас в студии был министр строительства Якутии Павел Кулачанов. Это была программа «Якутия Лайв». Смотрите нас по будням в 19:15. С вами была Ирина Ефимова. Расскажем, чем живет Якутия.